Добрый день! Сегодня мы с вами начинаем, наверное, очередной цикл занятий, и я немножечко пересмотрела график по вашим желаниям, по, наверное, наиболее актуальности тем, и сегодня мы разберем питание при сахарном диабете. Это, наверное, одна из самых сложных тем, одна из тем, по которой чаще всего, больше всего вопросов у родителей, у детей, поэтому давайте немножечко разберем, и вы увидите, как с помощью даже питания можно нормализовать и контролировать сахара. Компенсация сахарного диабета, мы уже говорили, что держится на 3 китах. Это самоконтроль, инсулинотерапия и питание. Сегодня мы рассмотрим питание, и основное, что вы должны понять, основное, что я говорю всем родителям, питание у детей с сахарным диабетом должно быть сбалансированным. При сахарном диабете никаких диет у ребенка не может быть. Голодать при сахарном диабете 1 типа категорически запрещается. Рекомендуется лишь адекватность питания. Но когда мы начинаем с детьми и родителями разбирать питание при сахарном диабете, то ограничения касаются тех продуктов, которые в принципе стоит ограничить и здоровому ребенку. Это фастфуд, это газированные напитки, то есть это те продукты питания, без которых смело, полноценно и активно жить может любой ребенок. Почему же нельзя голодать при сахарном диабете 1 типа? На своей практике встречала такие семьи, которые говорили, что мы не будем кормить ребенка углеводами, значит, нам не надо будет колоть инсулин. Абсолютно неправильное мнение, абсолютно навязанное, обычно бабушки так говорят, то есть нет углеводов, ребенок будет обогащаться за счет белков, жиров. Это абсолютно неправильно. При голодании истощаются наши запасы гликогена, о которых мы говорили, что в печени у нас все равно есть источник. И в случае гипогликемии, то есть ребенок не получил достаточное количество энергии, начинается гипогликемия, мы ждем, что наша печень подбросит вот этого сахарка, вот этот резервный барьер, но здесь это невозможно, потому что гликогена в запасе нету, и это будет чревато тем, что ребенок может пасть в тяжелую гипогликемическую кому. Кроме того, при урезании углеводов, то есть мы даем в организм больше белка и жира. Так? Что делает? Избыток белка перегружает почки, которые у диабетика и так являются органом мишенью, потому что они так периодически работают, скажем так, ситом, когда выводят высокую глюкозу. Избыток жира в питании ударяет по сердечно-сосудистой системе, то есть убирая углеводы из продуктов, и мы наносим урон другим органам мишени. Кроме того, при голодании включается так называемый процесс глюконеогенеза, то есть это процесс выработки глюкозы из неуглеводных соединений. То есть из жира тоже можем сделать энергию, но цикл для этого абсолютно другой. При этом вырабатываются кетоновые тела в организме, и они вызывают отравление организма, то есть мы будем иметь кетоацидоз, но этот кетоацидоз будет вследствие голодания. Голодные кетоны связаны с опасностью утраты контроля за сахарами и перехода в этом случае из кетоза в кетоацидоз, то есть из голодного кетоацидоза в диабетический кетоацидоз. Очень часто иногда это надо доносить бабушкам, потому что почему-то у них больше всего желания для того, чтобы избежать инъекции инсулина, попробовать какие-то альтернативные пути лечения для ребенка. Соотношение белков, жиров, углеводов у ребенка с сахарным диабетом абсолютно точно такое же, как и у ребенка без диабета. То есть ребенок – это растущий организм, он должен получать все энергетические ресурсы для того, чтобы его организм рос, для того, чтобы правильно формировалась костно-мышечная система, то есть каркас. Если мы не дадим белок, значит у нас не выстроится остов. Если мы не дадим углеводов достаточное количество, значит ребенок будет энергетически страдать, в первую очередь головной мозг. Жиры тоже они являются источником и гормонов, и есть жирорастворимые витамины, которые без жира усваиваться не будут. Поэтому углеводы должны составлять 50-55% рациона суточного, белок 15-20%, жиры 25-35%.
Какие же продукты, то есть мама всегда задает вопрос, что же можно не считать и для чего нам это считать. Для чего считать мы еще позже оговорим. Продукты, которые не требуют подсчета, но, повторяю, в небольших количествах, потому что мы будем говорить о том, что и белок, и жир тоже может давать рост сахара. Продукты, которые содержат только белок и жиры, это мясо, это рыба, это птица, это морепродукты, яйца, сыр нежирный, сметана, сливочное масло и масло растительное. Здесь надо сделать на поправку домашняя сметана, масло, сливочный сыр, потому что магазинные, мы будем немножко позже говорить, могут содержать углеводы. Эти продукты в небольших количествах подсчета не требуют. Мы в первую очередь, когда начинаем считать, то есть когда мы начинаем делать по еде раскладку, что же мы считаем и для чего? Мы считаем углеводы. Почему? Потому что именно углеводы непосредственно после приема их в пищу дают рост сахара. Белок, жир тоже может давать рост сахара, но это будет незначительный рост и не сразу. Поэтому именно углеводы – это тот продукт, который должен учитываться в обязательном порядке. Все углеводы мы можем разделить на две больших группы. Это углеводы, которые усваиваемые нашим организмом, здесь необходим подсчет. И углеводы, которые не усваиваются. Здесь можно привести в пример, наверное, капусту, клетчатку. То есть, когда ребенок очень голоден, у него высокий сахар, то есть можно предложить ему погрызть кусочек капусты, которая содержит клетчатка. Клетчатка будет разбухать в желудке, на ней будут даже она будет втягивать все ненужные вещества, там, допустим, как мама одна говорит, она притягивает высокий сахар, она не притягивает высокий сахар, просто за счет этой клетчатки, на которой оседают эти все вещества, она выходит транзитом, то есть учет этого не требуется, конечно, если мы не съедаем 2, 3, 4 кочана капусты, хотя я таких детей не видела, но килограмм огурцов за раз, да, такое было на нашем опыте. Овощи, которые не требуют подсчета, тоже в определенном, напоминаю о том, что в дозированных количествах, потому что килограмм огурцов тоже может вам даст рост сахара. Это огурец, кабачок, баклажан, лук, чеснок, редька, зелень, салат, капуста, перец. То есть если вы готовите ребенку салат, в котором есть клетчатка, допустим, из огурца и зелени, то учитывать по хлебным единицам, хлебному фактору, либо по углеводам такой салат не требуется. Но если вы этот салат заправляете продуктами, которые содержат углеводы, там, может, майонезом, либо жирной сметаной, то это мы уже учитываем. Поэтому, когда ребенок первое время болеет диабетом, первичка, у него повышается аппетит, то мы всегда с мамами оговариваем, что, пожалуйста, возьмите огурец, возьмите помидор, то, что любит ребенок, и капусту, пусть он это грызет, то есть он перебивает этот голод, который мы уже говорили о том, что это не истинный голод, это вследствие того, что организм выходит из декомпенсации, и пусть грызет ваш ребенок. Овощи, которые требуют подсчета, то есть не может быть так, чтобы ребенок съел 3 морковки, и мы это не посчитали, потому что 3 морковки, 200 грамм, это уже 1 хлебная единица. Когда мамы спрашивают, как же готовить суп, то есть у всех у нас стандартная кастрюля, мы на свою семью готовим что-то стандартное. Вот я вам и говорю, что посчитайте, пожалуйста, количество картофеля, которое вы положили в суп. Так, посчитайте, пожалуйста, потому что картофель, это мы знаем, углевод, мы будем разбирать на следующих слайдах, как его считать и как он повышает сахар. Если вы положили 1 среднюю морковку, если это борщ, то положили 1 среднюю свеклу, то есть эти углеводы мы считаем. У нас получился какой-то определенный объем супа, в этом супе вы посчитали, что вместе с картофелем, морковью и свеклой 5 хлебных единиц. Один раз стоит померить этот ваш объем, то есть одна мама, она обычно взвешивает, она видит, что там 2 литра супа на 5 хлебных единиц, соответственно, если ребенку достается 200 грамм, значит это количество мы делим на общий объем. Как учитывать углеводы?
Раньше вообще что такое хлебная единица, откуда она пошла? Хлебная единица – это условная единица, то есть условно ее придумали для того, чтобы однажды было легче учитывать эти углеводы, для того, чтобы однажды учить детей легче учитывать эти углеводы, была придумана так называемая хлебная единица. Это условное понятие, где-то в литературе вы увидите, что она равна 10 граммам углевода, где-то 12 граммам углевода. Есть мамы, которые считают что-то среднее, 11 грамм углевода. И даже если мы сравним с вами кусочек хлеба, те, кто был у нас в стационаре, знают, что наш кусочек хлеба иногда завешивает не 20 грамм, который стандартом является одной хлебной единицей, а целых 55. Поэтому это очень условная единица, под которую мы можем подстроить наш глазомер, как я говорю, и, конечно, ею, наверное, удобнее пользоваться где-то вне домашних условиях. То есть ваш ребенок первоначально, которому проще считать, пускай он для начала научится считать хотя бы вот этими хлебными единицами. Хлебная единица позволяет на глаз непосредственно перед приемом пищи рассчитать количество углеводов. Понятно, это количество углеводов будет условное, но, по крайней мере, это вообще в принципе лучше, чем не учитывает ребенок их никак. Одна не компенсированная инсулином хлебная единица в среднем повышает уровень сахара в крови от 1 до 2 миллимоль. Я видела детей, у которых одна хлебная единица повышала и на 3, и на 4, то есть это сугубо ваш расчетный фактор. Почему я всегда говорю, что сахарный диабет индивидуален, у одного одна хлебная даст рост на 2, у одного даст на 5. Поэтому вот этот коэффициент тоже со временем вы можете высчитать. Есть мамы, которые сейчас считают просто в граммах. Она знает, что ребенок должен съесть 200 грамм углеводов, вот там он съел 20 грамм, там он съел 50 грамм, в сумме вышло 180 за сутки. Есть понятие еще хлебного фактора, то есть неважно, как вы считаете углеводы, абсолютно граммами, хлебными единицами, хлебными факторами. Главное, чтобы вы их учитывали, поэтому сейчас нету какого-то определенного рамок, как считать углеводы. То есть главное, чтобы они учитывались. Я еще сброшу небольшое количество приложений, которое помогает и детям, и родителям, наверное, разобраться, научиться рассчитывать углеводы. Детям где-то проще, они в телефоне всегда сидят, они внесли количество еды, им посчитали, и они вписали. Это будет дополнительная информация, которой вы сможете пользоваться. Какое же количество хлебных единиц рекомендуется употреблять в сутки? Здесь зависит от многих факторов. Здесь зависит в первую очередь, от возраста, от веса ребенка, от девочка это, либо мальчика это, от стадии полового развития, потому что в пубертате мы знаем, что немножко наши подростки все-таки любят подъедать. И даже, наверное, от каких-то этических и кулинарных пристрастий семьи. То есть эта цифра условная, понятно, превышать ее в несколько раз мы не можем, потому что там уже у нас будет риск развития ожирения, от этого будет увеличиваться и доза инсулина. Уменьшать значительно у детей тоже мы не можем, потому что это будет влиять на рост и развитие и на формирование, правильное формирование всех функций органов и систем растущего организма. Единственное, надо говорить, что за один прием пищи не рекомендуется употреблять большее количество единиц. Если это маленький ребенок, то 6-7 единиц, если это большой подросток, то более 10 единиц, потому что дозировка инсулина будет в этом случае высокая, будет увеличиваться потребность в инсулине, то есть, нельзя так, как одна говорит, я один раз в день поела 10 хлебных единиц, и мне хватит. То есть все-таки объемы пищи должны быть рационально распределены в течение дня. Как же делятся углеводы? То есть мы выяснили, что они есть усвояемые и неусвояемые. Вот те углеводы, которые мы будем считать, можно также разделить на две больших группы. Первая группа – это быстрые, это простые углеводы, которые бегут в кровь, как только они попадают в наш организм. И повышают уровень сахара уже даже не через 10-15 минут, в зависимости от быстроты, а через 5-7 минут. Как мы их почувствуем? Мы взяли их в рот, они уже сладкие. Яблоко, мед, то есть все, что сладкое первоначально в ротовой полости, это быстрый углевод.
Есть углеводы медленные, это сложные, которые идут в кровь не так быстро, они идут и начинают повышать уровень сахара через 20-30 минут. Когда мы берем их в ротовую полость, они не сладкие, это макароны, это хлеб, но если мы будем долго их разжевывать, рано или поздно появляется такой сладковатый привкус, то есть это говорит о том, что наш углевод расщепился и готов поступать в кровь в виде сахара. Быстрые углеводы. Ультрабыстро я их иногда называю. Сок, сладости, белый хлеб, газировки. Особенно то, что касается сока, газировок, они работают даже быстрее, чем большинство наших коротких инсулинов. Даже быстрее, чем апидра. Они негативно влияют на уровень сахара, потому что наш инсулин еще не успел развернуться, а этот углевод полетел в кровь, даже не побежал, полетел в кровь, и тем самым что мы будем иметь? Что инсулин еще не развернулся, а углевод, наш сахар уже где-то в крови. Поэтому мы будем иметь высокий уровень сахара, зато когда развернулся инсулин, мы можем иметь гипогликемию. Вызывают хроническое чувство голода, потому что как быстро они вошли в кровь, так быстро и ушли, не оставляя чувства насыщенности, не оставляя чувства энергетической насыщенности организма, но способствует отложению подкожного жира в проблемных зонах. Поэтому это те углеводы, от которых, в принципе, в обычной жизни наш ребенок может отказаться. Понятно, нельзя говорить табу. Все, тебе категорически нельзя кока-колу либо фанту. Конечно, исключения всегда есть. Если ребенок идет в коллектив, если ребенок идет на какой-то день рождения друга, и там предусмотрено, что ребенок будет употреблять колу либо фанту и, допустим, пиццу, заранее необходимо говорить эти вопросы, то есть этому ребенку можно предложить Coca-Cola Zero, которая не так повысит сахар, а если он уже совсем-совсем хочет какую-то сладость, то это необходимо рассчитать и правильно подколоть, либо это подколоть раньше, либо это подколоть во время еды, в зависимости от того, какие это сладости и какой тип инсулина у вас на данный момент. Сахарный песок. 1 столовая ложка – это 1 хлебная единица. Учитывайте, когда добавляете в блины. Есть дети, которые до сих пор пьют чай с сахаром. Ну вот в этой ситуации, говорю, понимаешь, 1 хлебная единица – это ты можешь взять несколько печеньек, это ты можешь взять глазированный сырок. Удовольствия и вкуса гораздо больше, а хлебное то же самое, то есть чай без сахара в прикуску с глазированным сырком. Мне кажется, шикарное сочетание. Сахар-рафинад 3-4 кусочка на 1 хлебную единицу. То есть в случае гипогликемии очень часто говорят, возьми кусочек сахара. 1 кусочка сахара будет недостаточно, минимум 4 на 1 хлебную единицу. То есть это учитываем. Шоколад 5 грамм, 1 маленькая плиточка горького, не молочного, горького шоколада не повышает уровень сахара в крови вообще. То есть если ребенок, допустим, подросток, на какой-то экзамен, все сидят, что-то думают, им же всегда нужна мозговая деятельность, то есть она может съесть маленькую плиточку, там 20 грамм шоколада, который постепенно, медленно будет повышаться ее в крови, не давая резких скачков сахара. То есть даже вот эти сладости мы можем учитывать, когда употребляет их наш ребенок. Очень многие дети любят мороженое. Обычно родители или бабушки или дедушки ограничивают. Напрасно. 1 порция мороженого содержит 1,5-2 хлебных единицы. Это в 100-граммовой пачке. Сейчас 100-граммовых пачек практически не существует. Это пачки по 70-80 грамм. Поэтому, в принципе, 1 пачка мороженого затягивает где-то на 1-1,5 хлебной единицы. То есть вполне его в качестве десерта. Мороженое очень часто можно использовать вот в качестве, допустим, перекуса. Ребенок поел, и на полдник мы можем смело накормить его мороженым. Если даете мороженое в основной прием пищи, то старайтесь, чтобы этот прием пищи не содержал сложных углеводов, потому что это будет такая сложная гремучая смесь, если ребенок поел какую-то пиццу, закусил это мороженым, и если у вас потом в дальнейшем будет пик, вы не поймете, от чего это все-таки от мороженого, либо от этой сложной еды, которую ребенок съел до мороженого. Какое мороженое лучше, фруктовое или сливочное? Понятно, что фруктовое мороженое – это замороженный лед, это замороженный сок, это замороженная вода. Поэтому здесь как бы это мороженое следует исключить. Отдаем предпочтение хорошему жирному пломбиру. Стараемся без добавок, без всяких шоколадных включений, чтобы дополнительно не считать. Хороший жирный пломбир на 100 грамм, это 1,5 хлебной единицы, поэтому, пожалуйста, смело угощайте ваших детей мороженым.
Что же такое гликемический индекс, который мы тоже должны учитывать? Гликемический индекс – это скорость повышения гликемии после еды по сравнению с глюкозой. То есть была взята глюкоза, ее гликемический индекс был равен 100, потому что она нам повышает сахар сразу, как попадает в ротовую полость, и все остальные продукты приравнивались уже к глюкозе. То есть мы имеем продукты с высоким гликемическим индексом, это сахар, это сладости, это хлопья, это мюсли, это мед, то есть то, что повышает сахар вот прямо сейчас, быстро. Крахмалистые, которые содержат гликемический индекс от 70 до 60. Овощи в зависимости от качества и продукта овощей, также это называем зеленый у нас цвет, фрукты, овощи и молочные продукты, которые содержат меньше всего гликемический индекс. То есть здесь мы этот процесс тоже должны усваивать для того, чтобы даже выдерживать паузу на инсулину перед тем либо иной едой, либо не выдерживать, либо подкалывать после еды, если мы знаем, что будет хвост, также зависит от вот этого гликемического индекса. Что влияет на скорость повышения уровня сахара? Не только продукт, который вы едите, очень много факторов, которые на это влияют. Вид кулинарной обработки, варка и другие способы приготовления, которые способствуют разрушению крахмала. То есть чем больше разварен продукт, тем быстрее он будет давать нам рост сахара. Есть даже мамы, которые чуть не доваривают, так называемый вот этот макароны аль денте, чуть не доваривают продукт, а он не так высоко повышает уровень сахара. Обработка продуктов: шлифованный, нешлифованный, дробленый, цельнозерновой, тертый или цельный. Вы должны понимать, что чем больше расщеплен продукт, вот мы имеем цельное зерно. Чем больше оно раздроблено, чем больше оно расщеплено, разлущено, тем быстрее из него будут освобождаться углеводы, тем быстрее он будет повышать уровень сахара. То есть если мы имеем там недробленое, допустим, даже возьмем овсянку. Есть овсянка, которая варится 15 минут, и есть овсянка, которую достаточно залить кипятком. Так вот, понятно, та овсянка, которая будет просто заварена кипятком, даст нам рост сахара в 2 раза быстрее, чем та овсянка, которую мы будем варить 10-15 минут. Прием жидкости во время еды. Есть дети, которые любят запивать все, тем самым они ускоряют опорожнение желудка, то есть продукты проходят быстрее, углеводы всасываются быстрее, рост сахара будет заметнее. Соль, соленые продукты повышают адсорбцию глюкозы из пищи в кровь. Что же еще влияет на скорость повышения уровня сахара в крови? Клетчатка. Она дает медленный подъем, мы уже вспоминаем капусту, которую мы жевали, на нее все адсорбировалось. То есть, когда мы употребляем клетчатку во время еды, происходит медленный подъем глюкозы за счет торможения скорости эвакуации желудка и связывания глюкозы в кишечнике. Поэтому всегда мы говорим, что если вы хотите что-то там быстренькое, то закусите это салатиком, который будет содержать клетчатку. Жиры. Замедление освобождения желудка. Точно так же такой лайфхак, который использует мама. Если ребенок хочет что-то быстрое, допустим, кашу-манку, мы обязательно в него положим ложку сливочного масла, чтобы это наша глюкоза, которая хочет быстро прыгнуть в кровь, жир ее замедлил, и этот скачок был не такой быстрый. Структура клетки. Бобы, горох сохраняют свою структуру клетки после приготовления. Детям я так рассказываю: смотри, вот если ты что-то взял в ротовую полость и тебе не надо жевать, это оно может провалиться сразу. Это повысит сахар быстро. Сейчас разберем это на примере картофеля. И размер кусков пищи. Большие куски пищи нам надо более длительно жевать в ротовой полости. Они не могут сразу быть проглочены. И чем медленнее мы их жуем, тем медленнее будут освобождаться углеводы. Еще есть такой лайфхак, это мамочки поделились, что горячая пища, то есть пища, которая вот свеже приготовлена, даст рост сахара у вас быстрее. Как этим пользуется мама? Этим мама, допустим, она приготовила завтрак с вечера, он ночь простоял, утром она подогрела его, и рост сахара она заметила меньше. Этим можно пользоваться, когда ребенок любит какие-то определенные продукты, но они ему дают рост сахара. Поэтому, это сугубо индивидуально, поэтому можете пользоваться и делиться в комментариях, как это происходит у вас. По резюме, то есть мы можем
с помощью пищи, с помощью приготовления пищи, с помощью формулы факторов либо ускорить, либо замедлить. Ускоряет рост сахара маленькие кусочки пищи, то есть мы их только взяли в рот, проглотили, сахар пошел вверх. Жидкая пища точно так же. Напиток во время еды. Легкие упражнения, ребенок покушал, пошел там что-то там легкое сделал, и соль. Это все будет ускорять сахар. Если нам надо замедлить, то есть мы и так имеем высокий сахар, значит большие куски пищи, твердая пища, напиток после еды, жирная пища, пища богатая клетчаткой, очень горячая и холодная пища, курение, гастроэнтерит не будем брать у детей, и тяжелые упражнения будут замедлять факторы ускорения сахара в крови. То есть это факторами, которыми можно пользоваться, не прибегая к увеличению дозировок каких-то, либо исключению каких-то продуктов питания. Давайте поговорим про картофель, то есть мы его едим часто, он может иметь различные формы приготовления. Что мы должны понять? То, о чем мы говорили. Чем больше расщеплен продукт, тем быстрее он даст рост сахара. Если у нас картошечка-пюре такая вся вот рыхленькая, разваристая, мы в нее положили еще молочко, а у нашего ребенка и без того высокий сахар, то есть это будет быстрый подъем, быстрое расщепление углеводов, и через 2-3 часа мы можем иметь уже гипогликемию. Да, скажете вы, мы можем добавить туда ложечку масла. Это немного замедлит быстрое всасывание, но от гипогликемии, возможно, не так защитит. Если у нас картошка отварена целиком, это то, что мы говорим про большой кусок, нам и надо ее немного пожевать, то есть здесь рост сахара будет не такой высокий. Ну и картошка фри, которую любят все наши дети, конечно, ее можно употреблять не часто. Мы должны понимать, что это очень жирный продукт, который рост сахара нам даст не через 20 минут, как пюре, а через тех же 2-3 часа, и, возможно, на картошку фри нам потребуется дополнительная подколка, если наш короткий инсулин за 2 часа уже выработается и на отработке у нас только начнет работать картофель фри. Картофель фри хорошо употреблять со свежими овощами, это та же клетчатка, которая немножечко будет работать как адсорбент. Молоко. Стакан молока, условно говоря, это 1 хлебная единица, и мы должны понимать, что чем жирнее молоко, тем медленнее оно всасывается, и тем медленнее повышается сахар. Конечно, помним про холестерин, это для тех детей, у кого есть избыток массы тела, но так, в принципе, пожалуйста, то есть не надо брать детям обезжиренное молоко и считать, что оно будет содержать меньшее количество углеводов. Абсолютно неправильно, поэтому берем молоко 2,5-3,2% жирности, если ребенок употребляет козье, учитываем, что оно жирное, если ребенок употребляет топленое молоко, тоже учитываем, что там процент жира выше, поэтому вот этот хвостик от стакана молока на перекус, либо в основной прием пищи тоже должны учитывать. Каши. Крупы, вид крупы не имеет принципиального значения. То есть я хочу, чтобы вы поняли, это для того, чтобы, как говорят, при диабете нельзя рис, при диабете лучше есть гречку, при диабете лучше есть полбу. Гречка ничем и не лучше, ничем не хуже другой крупы. Поэтому отдаем предпочтение тем крупам, которые любит ребенок, стараемся разнообразить. Сейчас большое обилие разных круп, то есть мы можем это чередовать. У нас есть различные и птитимы сейчас, и другие виды каш. Какая каша нравится ребенку, размазня либо рассыпчатая, это не принципиально, но вы должны понимать то, о чем мы говорили. Чем больше разварен продукт, чем больше такая каша размазня, тем быстрее она повысит сахар. Поэтому, если сахар у ребенка с утра высокий, лучше мы даем очень густую кашу, либо яичницу, которая не содержит углеводов. Если ребенок у нас просыпается с сахарами на нижней границе нормы, мы можем и манкой его покормить. Особенно, если он ее любит. Но если в эту манку мы добавим свежие ягоды, либо замороженные ягоды, которые немножко и охладят, и немножко снизут гликемический индекс манной каши, то, возможно, это будет любимая каша вашего ребенка, если он ее любит, и она не даст такого роста сахара в сочетании с продуктами, которые будут ее усреднять. Макароны.
Кормим детей макаронами, если они его любят. Конечно, мы не кормим макаронами на завтрак, на обед и ужин, потому что макароны дают медленный подъем сахара крови. Зависит, конечно, от сорта, зависит от длительности, но наши мамы уже научились готовить макароны, там, скажем, грубозерновые, там, хорошего сорта. Проблема при использовании аналогов, что инсулины иногда работают быстрее, чем наши макароны перевариваются. То есть это тоже может способствовать гипогликемии в течение 30-60 минут. Решение, что мы здесь делаем? Введение ультракоротких аналогов после либо в середине еды или использование продленного болюса на помпе. Еще, конечно, важный фактор, с чем мы едим эти макароны, потому что они и так сложный продукт. Если мы их еще смешали с белком, каким-то фаршем, каким-то сливочным соусом, то это будет, скажем так, смесь, за которой обязательно первое время надо наблюдать. И если вы впервые даете макароны, постарайтесь сначала их дать без добавок. Вы посмотрели, как они работают, подобрали инсулины, и потом уже ваши макароны можете чередовать и с белком, и с овощами, и с морепродуктами, экспериментировать и развивать вкусовые пристрастия ребенка. Часто родители мне задают вопрос, можно ли орехи детям, потому что мамам удобно это дать на перекус. Конечно, можно. Они имеют низкий гликемический индекс, орехи питательные, они богаты растительным белком, они богаты полиненасыщенными жирными кислотами, минералами, витаминами. Но я всегда говорю в количестве. То есть, если ребенку можно съесть орех, это не значит, что он будет съедать 200 грамм фундука за раз. 5-6 орехов на перекус, как источник минералов, витаминов, это замечательный перекус, особенно если ребенок их любит. Коснемся фруктов. Фрукты наши дети кушать должны. Это источник витаминов, это источник минералов, это источник, наверное, вкусных эмоций. Но мы должны учитывать, что все фрукты содержат хлебные единицы. Самая хлебоемкая ягода, как я ее называю, это виноград. Он содержит очень большое количество углеводов, особенно там кишмыш. 3-4 ягодки кишмыша – это уже одна хлебная единица, поэтому эту ягоду, наверное, лучше оставлять на гипогликемию. Наш домашний садовый виноград не такой хлебоемкий, но тоже содержит большое количество углеводов, поэтому с ним надо знакомить вашего ребенка постепенно и в небольших объемах. Все остальное – яблоко, персик, апельсин, груша, хурма, куча таблиц, которые учитывают у нас по граммам эти фрукты. Но я всегда говорю, если у вас вот в вашу ладошку вмещается персик, яблоко, то есть это на одну хлебную единицу вы смело можете учитывать. Бананы, если они зеленые, среднего размера, это 1,5 хлебной единицы. То есть банан на одну хлебную единицу, это не вот такой, как детки любят наши, а вот такой примерно. Вот такой банан, это на одну хлебную единицу. То есть если мы берем хороший полноценный банан в магазине, это 2 хлебных единицы. Мандарин, абрикос, слива, 4 штучки на одну хлебную единицу. Ягоды, если ребенок любит ягоды с куста, либо еще где-то, вот сколько вместилось в ладошку ребенка, он столько может скушать за раз, в принципе, без учета. Но я еще раз повторяю, что первое знакомство с любым новым продуктом должно проходить аккуратно и не в сочетании с чем-то еще. То есть вы дали эту ягоду, вы убедились в течение времени, что она проходит хорошо, пожалуйста. 1 чашка этих ягод, малины, земляники, черники, голубики, 1 хлебная единица. Если какая-то ягода дает рост сахара, что мы можем сделать? Мы можем добавить туда ложечку йогурта, особенно теуса белкового, и он будет сглаживать этот высокий гликемический индекс, этот рост сахара, и ребенок будет получать и удовольствие, и витамины, и не иметь такого роста, если мы туда добавили там ложечку теуса, либо жирненькой сметаны. Молочка и колбасные изделия промышленного производства. Даже если вы считаете, что там, как мы говорим, мясо можно не учитывать, с этими продуктами нужна предельная осторожность. Многие производители добавляют туда крахмал, который повышает уровень сахара в крови. Поэтому подбираем сосиску, которая нравится ребенку, изучаем ее состав, и стараемся, если мы убедились, что она проходит хорошо, стараемся уже придерживать данного типа сосисок. Хотя бывает такое, мамы говорили по отзывам, что вот месяц еле-еле сосиску, вот взяли какую-то партию, на нее был рост.
Поэтому эти факторы мы не исключаем, и всегда где-то 0,3-0,2 все-таки набрасываем, когда употребляем колбасные изделия. С молочкой проще, мы можем взять на упаковке даже той же сметаны, даже какого-то йогурта, где написаны углеводы, и включать их в расчет на основании тех данных, которые мы имеем на упаковке. Общие рекомендации по питанию. Утром из-за выброса контринсулярных гормонов, это гормон роста, это наш адреналин, глюкагон, инсулин разворачивается очень долго. То есть я всегда детям говорю, еще спишь ты, спит твой организм, поэтому инсулин работает медленнее. Чувствительность к инсулину ухудшается, поэтому на завтрак коэффициенты ваши всегда могут быть выше, и пауза на завтрак всегда может быть больше. Это если вы на ультракоротком инсулине. В обед разворачивание инсулинов идет немножечко лучше, а к вечеру мы уже имеем что? Мы уже имеем и хорошо развернутый длинный инсулин и все наши короткие инсулины, которые хвостики с утра имеют. Поэтому стараемся еду делить так, чтобы утром были низкие гликемические индексы. Спит еще организм. Мы можем дать больше дозировку, но пока он развернется, все равно это будет все еще сложновато. В обед можно давать средние гликемические индексы, высокие гликемические индексы. На ужин лучше не кушать длинную еду, чтобы вам не пришлось ее потом скалывать ночью. То есть, если не хотите потом полночи ходить и скалывать хвосты, то какие-то там пиццы, либо макароны лучше, конечно, дать в обед, чтобы до вечера вы смогли проконтролировать, как же все-таки они в вашем организме будут перевариваться. Что предложить ребенку? На завтрак мы можем предложить творог, ленивые вареники, сырники, овощи, сыры, запеканки, оладьи, омлеты, фрукты, ягоды с низким гликемическим индексом. Если любит кашу, то тут немножечко надо маме поэкспериментировать, чтобы выбрать вид каши и с чем ее сочетать, чтобы на завтрак она все-таки проходила лучше. На обед это супы, это крупы, это макароны твердых сортов, мясо, рыба, в прикуску с овощами, не забываем все. На ужин молочные каши, блины, картофель, сладости. На перекус, лучший перекус для ребенка, это либо кисломолочный, йогурт какой-то, либо ягоды, либо фрукты. Еще раз хочется сказать, что когда вы освоите все принципы компенсации в вашем организме, знаете параметры еды, параметры вашего инсулина, научитесь вот эти две горки сочетать в лучшем, наверное, сочетании, чтобы они совпадали, и грамотно их накладывать друг на друга, то вы и ваш ребенок может есть все. Хоть слона в шоколадной глазури или марципановых розочках. То есть ребенок с сахарным диабетом может есть все. Нам надо потратить немножко времени, энергии на изучение его организма и помочь с помощью нашего инсулина, пауз, характера и качества еды, чтобы ребенок не был ограничен и смог, наверное, все свои гастрономические идеи воплотить в жизнь. Поэтому приятного аппетита, новых продуктов вам. Если есть какие-то вопросы, задавайте, будем отвечать. Хорошего дня, до свидания.